В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. В Нерюнгри застолье закончилось поножовщиной. В дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение от 27-летней местной жительницы, которая заявила, что ее знакомая нанесла ей телесные повреждения. Как выяснилось, в день происшествия 35-летняя подозреваемая находилась в гостях у потерпевшей, где они совместно распивали спиртные напитки. В какой-то момент хозяйка квартиры приревновала приятельницу к своему мужу. Между ними завязалась словесная перепалка. Подозреваемая взяла нож и нанесла своей знакомой ранение в область руки, а затем стала угрожать убийством. Теперь с ревнивицей будут разбираться следователи. Участковыми уполномоченными полиции первого отдела в Якутске в магазине, расположенном на улице Лермонтова, был выявлен факт незаконной продажи алкоголя в неустановленное время до 14:00. В отношении продавца магазина составлен административный протокол по статье «Незаконная продажа товаров и иных вещей», свободная реализация которых запрещена или ограничена. Продавцу грозит административный штраф от 1500 до 2000 рублей. Неспокойной остается криминальная ситуация в Алданском районе. В численном отношении лидируют по-прежнему драки и мошенничество. На прямой связи со студией Татьяна Вахмина. Татьяна, здравствуй. Как у вас обстановка? Александр, приветствую. Мы находимся в дежурной части отдела внутренних дел по Алданскому району. Вторая неделя ноября для стражей порядка выдалась разнообразной. В период с понедельника по воскресенье зарегистрировано 29 преступлений. По неписанной традиции лидирующими остаются кражи и выяснение отношений в рукопашную. Зафиксировано 7 случаев нанесения телесных повреждений разной степени тяжести. Также к наиболее серьезным преступлениям, имевшим место на прошлой неделе, относятся кража, угон и 3 случая мошенничества. Изъяты 2 единицы огнестрельного оружия, у 3 человек обнаружены наркотические вещества, а 2 подросткам удалось приобрести горячительные. Неспокойной остается ситуация на дорогах. Сотрудниками дорожно-постовой службы зафиксировано порядка 150 нарушений правил дорожного движения. 5 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Свои автомобили им позднее пришлось забирать со спецстоянки. Александр. Спасибо большое, Татьяна. А мы продолжаем. В полицию обратилась жительница Якутска с сообщением об открытом хищении телефона стоимостью около 5000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый. Им оказался безработный, ранее судимый 36-летний сын потерпевшей. Выяснилось, что вечером подозреваемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Увидев, что мать занята по хозяйству, подозреваемый похитил у нее телефон и, несмотря на крики матери, спешно покинул квартиру. Похищенный телефон злоумышленник сдал в ломбард за 2000 рублей. Вырученные деньги он потратил на покупку спиртных напитков. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь непутевому сыну грозит до 4 лет лишения свободы. Вступил в законную силу приговор районного суда в отношении гражданина, причастного к незаконному приобретению и хранению свыше 7,5 килограммов промышленного золота. Сотрудниками управления ФСБ России по Якутии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Нерюнгринском районе выявлен мужчина 82 года рождения. В его автомашине обнаружено и изъято 9 золотых слитков общей стоимостью более 20 миллионов рублей. Уголовное дело расследовано спецподразделением ФСБ. Подсудимый признан виновным и приговорен к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Изъятый драгметалл обращен в доход государства. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных ситуациях в республике, стране и мире мы расскажем в следующих выпусках новостей.